Тратить свое время, самому приходя в пенсионный фонд, теперь совсем не обязательно. Всю необходимую информацию можно узнать из личного кабинета застрахованного лица. Там количество пенсионных баллов, длительность стажа, периоды трудовой деятельности, размер начисленных страховых взносов и места работы. В общем, если вдруг гражданин запамятовал о том, когда и где работал, достаточно всего лишь зарегистрироваться на сайте госуслуг. Например, вот у меня стаж 10 лет, 5 месяцев, 23 дня. Количество пенсионных баллов мною заработанных. Дальше я могу в соответствии с этими данными узнать, какую пенсию я буду получать. Пенсионный калькулятор интегрирован в данную систему, его теперь усовершенствовали и сделали персональным. Например, в новой версии он учитывает уже сформированные пенсионные права в баллах и стаж. Гражданин даже может рассчитать свою будущую пенсию. Вы можете, забив туда заработную плату, которая вам начисляется по справке 2 НДФЛ, и также вы можете забить туда ожидаемый период работы, сколько вы планируете работать после достижения пенсионного возраста, но не обращаясь за пенсией примерно. И, соответственно, учитывая все эти показатели, пенсионный калькулятор вам рассчитает вашу будущую пенсию. С 2015 года по-другому будет рассчитываться страховая пенсия. Теперь она зависит от суммы пенсионных баллов. Их стоимость в этом году она составляет 71 рубль 41 копейку и фиксированные выплаты в размере 4383 рублей 59 копеек. Максимальное значение индивидуального коэффициента в 2015 году составит 7,39. Эта цифра напрямую зависит от начислений работодателя. То есть чем больше он платит, тем больше пенсионный балл. Если гражданин обращается за назначением пенсии более поздний срок возникновения права на пенсию, применяется коэффициент повышения фиксированной выплаты страховой части 1%, если менее 12 месяцев он обращается. Если более 12 месяцев, 1,07%. Формулу расчета страховой пенсии также можно найти в личном кабинете. Уже совсем скоро он вновь претерпит некоторые изменения. Например, благодаря его услугам можно будет направить обращение в пенсионный фонд, записаться на прием и даже заказать ряд документов. Левтина Бенадыкова, Халид Мавсаев, Абубакар Абазов. Новости.